Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И начнем с главных тем выпуска. Экономические соглашения, 2500 гостей и деловая программа на тему «Осознанное потребление». До саммита осталось несколько дней. Сегодня мы имеем подтверждение из зарегистрированных участников уже из 60 стран мира. О последних приготовлениях к экономическому саммиту «Россия. Исламский мир» расскажет Салават Мухаммадуллян. Стройка стала не по карману. На металлы и на дерево очень много цены подняли. Почему подорожали стройматериалы и есть ли надежда на снижение цен, узнала Лина Зинатуллина. С 3 детьми и 1,5-годовалой внучкой выселяет из общежития. Я хочу, чтобы меня и мою семью оставили в покое. И не прислали эти письма о выселении. Дальнейшую судьбу жителей общежития Института профессионального образования узнала Наталья Мезина. Пожелания для ЖКХ. Вообще сфера ЖКХ издревле была очень закрытой. Как улучшить эту сферу? Мнение экспертов выслушал Дмитрий Аренин. История с счастливым финалом. Ильмир у нас оказался очень сильным. Врачи довольны проведенной операцией. Как всем миром помогли 4-летнему Ильмиру и как прошла операция в американской клинике. Детали у Филюзы Хамидуллиной. В Москве в Доме правительства сегодня состоялось первое заседание оргкомитета празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Провел его заместитель премьер-министра России, председатель оргкомитета Марат Хуснуллин. Участие приняли Рустам Минниханов, Минтимир Шаймиев, Алексей Песошин. На встрече детально обсудили план работ, которые нужно реализовать к большому празднику. Это и новая соборная мечеть в Казани, строительство дорог и череда праздничных мероприятий. Напомним, важное для мусульман событие пройдет в Татарстане в 2022 году. Детали заседания расскажет Дина Газалиева. Заседание Организационного комитета действительно первое, хотя до него уже была проделана большая работа. Поэтому у татарстанцев совместно с федеральными коллегами уже есть четкий план того, что нужно сделать качественно и максимально быстро, чтобы праздник 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии действительно удался. План мероприятий на одобрение членов оргкомитета, в который входят представители федеральных структур под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, татарстанцы представили очень полновесный. Одно из ключевых дел – начало строительства Казанской соборной мечети, которое запланировано в будущем году. Важно, считает Рустам Минниханов, показать мировому сообществу то, как в России живут мусульмане, рассказать с помощью таких инструментов, как тематические конференции, международные встречи, семинары. Хотел бы обратиться и напомнить, что на совещание 5 июня в Булгарии прозвучали предложения участников о возможности создания региональных оргкомитетов по празднованию памятной даты и проведения мероприятий на местах. Не только в Татарстане, в Булгарах, а в целом неплохо бы и в других регионах эту работу провести. Пока они не вошли в план мероприятий, просил бы тоже дать соответствующие поручения. Сегодня же татарстанцы предложили внести в план мероприятий работы по проведению реставрации мусульманских памятников. На все эти цели, в том числе на издание профильной печатной продукции, съемки документальных фильмов, образовательные проекты, пока предусмотрено только 70 миллионов рублей из республиканских программ. Все, что связано с финансированием, все-таки взять на контроль этот вопрос. Могу пройтись вот по дорогам. Автодор у нас в курсе, мы уже начали это движение, Рустам Гагаревич, то есть первый шаг мы сделали. Пожалуйста, делайте проектно-сметную документацию. В конце года, по мере, либо будет у кого-то неосвоение, либо будет экономия, мы там средства найдем и как минимум первый этап дорог к концу следующего года реализуем. Значит, берем это все на себя. Значит, что касается по линии памятников. Я бы очень просил Минкульт тоже посмотрите с вами вместе еще раз пройдемся вместе по освоению. И я очень прошу Минфин поддержать. Сейчас проектно-сметную документацию начнем делать по этим объектам по линии Минкульта. Первое заседание Организационного комитета прошло очень оживленно. Минтимир Шаймиев по видеосвязи поприветствовал собравшихся. Очень важно, Марат Григорьевич, нам надо подключить руководителей регионов, чтобы они обратили внимание, действительно разработали свои мероприятия. Это сблизит очень сильно. Это же, ну, по сути дела, мы же понимаем, что это затрагивает души людей.
А чтобы память о предстоящем событии затем долго оставалась вместе с мусульманами страны и мира, предлагается выпустить памятные медали, почтовые конверты и, возможно, памятную драгоценную монету Банка России в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Дина Газалиева, ТНВ, Москва. Еще об одном событии, которого ждали 2 года. На площадке «Казань-Экспо» в столице республики идут последние приготовления к Международному экономическому форуму «Россия. Исламский мир. Казань-Саммит». Деловая повестка масштабная. 2000 участников из 48 стран только в офлайн-режиме. В Казани ждут 32 дипломатические миссии, губернаторов ряда российских регионов, представителей крупного бизнеса со всего мира. Саммит пройдет с 28 по 30 июля. Салават Мухаммадуллин сегодня увидел, как идут последние приготовления к международному событию. Уже во 2-й раз в истории экономический саммит «Россия. Исламский мир» принимает центр «Казань-Экспо». И предстоящий форум особенный. Хотя бы потому, что, во-первых, он проходит после годичного перерыва. Во-вторых, чтобы стать его участником, нужно сдать ПЦР-тесты. Это касается всех. И организаторов, и волонтеров, и нас, журналистов, и VIP-гостей. Всего здесь ждут 2500 участников. Это в офлайн режиме. Плюс форум будет работать и онлайн. Среди гостей, которые приедут на саммит, губернаторы регионов, 32 иностранных посла, председатели торгово-промышленных палат субъектов России и зарубежья. Мы имеем подтверждение из зарегистрированных участников уже из 60 стран мира. И 33 региона российских подтвердили нам на разных уровнях свое участие. В том числе губернаторы нескольких российских регионов. 40 тысяч квадратных метров Казань-Экспо. Это стенды, зона машинокластерного форума, площадки для подписания соглашений и больших сессий. Самая важная часть саммита – пленарное заседание пройдет 29 июня. Например, в этом зале на 5000 квадратных метров на выставке «Халяль-индустрии» свои продукты представят производители из Азербайджана, Казахстана, Турции, Арабских Эмиратов, Индонезии и, конечно, Татарстана. На территории Казань-Саммита есть 2 выставочные экспозиции: машиностроительный классный форум и Раша Халяль-Экспо, выставка халяль-индустрии, где мы сейчас как раз находимся. Эта зона абсолютно бесплатная и доступная посещению для всех гостей и жителей города по предварительной регистрации на сайте kazansummit.ru. Приезжайте, мы всех очень ждем, и по городу организован бесплатный трансфер для наших жителей. Доступ на зону выставки без ПЦР-теста возможен. Доступ в деловую программу закрыт только по ПЦР-тестам. На экспозицию машиностроения уже привезли технику. Тракторы, автобусы, КАМАЗы, краны. В переговорных залах устанавливают оборудование для синхронного перевода. По-настоящему кипит работа на территории будущей выставки. Каждая компания брендирует и собирает свои конструкции, чтобы выгодно выделиться на фоне партнеров. Сейчас есть зона подписания соглашения, которая буквально кишит этими мероприятиями, этими подписаниями. Но там надо смотреть, потому что есть соглашение о намерениях, да, есть соглашение о взаимодействии, а есть по реализации реальных проектов. Вот, пока у нас порядка 30 соглашений заявлено, но еще есть время до саммита, и обычно такие вещи в последний момент люди подают. В деловой программе Казань-саммита главная тема – осознанное потребление. Это партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, экспорт и предпринимательство. Самое главное, Казань-саммит – это площадка для подписания крупных контрактов и привлечения инвестиций. Салават Мухаммадуллин, Амазиаддинов, ТНВ, Казань. Что нам стоит дом построить? Стройматериалы, по данным Росстата, с лета прошлого года подорожали почти на 24%, а поставщики и покупатели говорят, цены взлетели вдвое, а то и втрое. Взрывной рост ударил по предпринимателям, строителям и рядовым потребителям. Те, кто в прошлом году начал строить дом или баню, теперь берут кредиты или откладывают стройку. Выросли цены и на квартиры, опасения вызывает даже строительство и ремонт по госконтрактам. Ждать ли снижения цен, узнавала Лина Зинатуллина. Это рынок стройматериалов на улице Журналистов в Казани. Покупателей в будний день практически нет. Да и цены в последние месяцы клиентов распугали, сетуют продавцы. Расих Хазипов приехал за досками. С прошлого года строит загородный дом. За 7 6-метровых сосновых досок сегодня отдал почти 2500 рублей. Цена за штуку теперь 340, почти вдвое больше, чем в начале строительства. Все равно надо достроить, поэтому никуда не деться. Не хотим пока в кредит, поэтому пока то, что сможем достроить, а потом остановимся. Одними из первых начали
начали дорожать металлические стройматериалы примерно с ноября прошлого года. Если тогда вот такой металлический профиль для гипсокартона стоил примерно 150 рублей, то сегодня цена от 250. Пачка этого утеплителя в прошлом году стоила 320 рублей, сейчас она стоит в районе 600 рублей. То есть ценник поднялся в 2 раза. Утеплитель, кирпич, дерево. Взлетевшие цены практически на все материалы шокируют и предпринимателей. Дмитрий Скворцов в этом бизнесе 8 лет. Говорит, обычно производители повышают цену дважды в год. И то незначительно. Таких взлетов еще не было. Поток частных покупателей, конечно же, он сократился. Потому что люди рассчитывали на одну стоимость, в итоге получали другую стоимость. А кто-то выходил из положения кредитом, удешевлением сметы, кто-то откладывает просто на следующий год. Кирпичик за кирпичиком дороже стали и коттеджи, и квартиры. Проблемы теперь и со строительством, и ремонтом соцобъектов. Контракты заключали по старым ценам. Их беспрецедентный рост эксперты связывают с ростом курса валюты и, конечно, с пандемией. Люди увидели, что сложно сидеть в самоизоляции дома, в квартирах, да, и резко вырос спрос на загородное жилье. Кроме этого, в связи с тем, что была низкая кредитная ставка по вкладам в банке, многие забирали деньги и вкладывались в ипотеку. В результате мы видим взрывной рост строительства жилья. И опять-таки это все стройматериалы необходимые. Закрывались предприятия и целые страны, нарушалась привычная логистика. Подорожание материалов в результате во всем мире, говорят в торгово-промышленной палате. Предприниматели выживают кто как может. Находят где-то там подешевле, где-то свои запасы, где-то маржу уменьшить там практически невозможно, она и так низкая у всех. Закредитованность у предпринимателей тоже очень высокая. То есть здесь вот где-то найти у себя внутренний ресурс очень сложно. Здесь, конечно, очень большая надежда в первую очередь на госструктуры. Прежними цены уже не станут, уверены эксперты, но и такими высокими остаться не могут, ведь покупательская способность не растет. Меры господдержки анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин в прямом эфире в соцсетях. На уровне правительства принято решение о том, что мы будем удорожание стройматериалов оплачивать. Значит, постараемся компенсировать. Так, вводятся пошлины на экспорт металлов. Деньгами с металлургической отрасли компенсируют потери девелоперов. Вице-премьер обещал, что к концу этой недели выйдет постановление по механизму распределения поддержки подрядчиков. Лина Знатульна, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Вместе с 3 детьми и внучкой выселяют из общежития. С такой проблемой в нашу редакцию обратилась Ирина Амариева. 20 лет она работала заведующей общежитием Института профессионального образования и жила здесь же с семьей по прописке. 19 июля Ирина и ряд ее коллег попали под сокращение. Потом ей пришло извещение о том, чтобы освободила комнату. Амариева считает все действия руководства института незаконными. Обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права и права своей семьи. Наталья Мезина разбиралась в ситуации. А мне некуда, мне только на вокзал собрать вещи и пойти. Больше мне некуда пойти. Квартирный вопрос у Ирины Амариевой встал ребром полгода назад. Тогда женщину и всех жильцов общежития на Хализова, 26, руководство института попросило освободить комнаты. Однако, по словам нашей героини, причину выселения не объяснили. Сейчас здесь проживает 3 семьи, 2 из которых готовы съехать. А вот Ирине вместе с 3 детьми и внучкой идти некуда. У меня муж работал проректором в институте, а у нас не было жилья. И нам руководитель прежний Ильдар Эдгарович Шайдулин предложил это помещение. Мы заключили с ним договор. Мы прописались. Кроме прописки в 3 комнатах общежития у Ирины Амариевой больше никаких документов на собственность нет. Приватизация и договор об аренде отсутствуют. Семью предупредили, отключат горячую и холодную воду, а также закроют кухню. По словам женщины, такие жесткие меры последовали после того, как сокращенные сотрудники обратились с требованием полностью выплатить им зарплату. Мы работали сутки через 3, но нам не выплачивалось ни ночные, ни праздничные, нам это ничего не... Мы подали в трудовую инспекцию, она подтвердила. Трудовая инспекция подтвердила, но документы странным образом почему-то в институте уничтожены. Не было в то время праздничных, ночных, всяких таких поощрений не было. Вы обращались в трудовую? Конечно, я также в трудовую, также в прокуратуру.
Дело передали прокуратуре Советского района. Пока ответа сокращенные сотрудники не получили. Действительно ли работникам общежития не выплачивали зарплату должным образом? Вернут ли им деньги? И почему Ирине Амариевой указали на выход? Эти вопросы мы направили в главный офис института в Москве. Произошло сокращение группы вахтеров на охрану ЧОП согласно требованиям антитеррористической защищенности объектов подведомственных Минпросвещения России. Все выплаты по сокращению бывшие сотрудники казанского филиала получили. Ирина Амариева была единственным сотрудником за последнее время, проживающим в здании общежития. На данный момент здание находится в аварийном состоянии, и его эксплуатация невозможна. Общежитию 54 года. Капремонт не проводился. Почему только сейчас выяснилось, что здание аварийное и проживать в нем опасно? Казанский филиал Института профобразования в письменном уведомлении попросил Ирину Амариеву освободить комнаты до 23 августа. В случае отказа институт будет вынужден обратиться в суд. Мы следим за развитием этой истории. Наталья Мизина, Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам разобраться с жалобами на вовлечение людей в финансовые пирамиды. Об этом сегодня сообщила представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Президент обратил внимание, что в адрес органов власти поступает обращение от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. В жалобах отмечается, финансовые пирамиды вовлекают людей, собирают их денежные средства и в последующем отказывают в выплатах. Речь идет в том числе о компании «Финика». Сейчас в МВД по республике поступают заявления от пострадавших вкладчиков. Президент республики поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы, а также обратил внимание на то, что организаторы объединения под видом решения возникших проблем предлагают гражданам вложиться уже в новую финансовую структуру. Позиция президента всегда в этой части абсолютно жесткая. Недопустимо, конечно, использовать людей для наживы собственной какой-то. 80% обманутых дольщиков до сентября получат жилье. Об этом сегодня сообщил исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Татарстана Иван Новиков. Спикер отметил, что к концу третьего квартала в республике останется 3 проблемных объекта. Это около 500 обманутых дольщиков. Так называемую третью волну планируют остановить в следующем году. В этом на строительство 7 домов для дольщиков в Казани было выделено 9 миллиардов рублей. По федеральной программе у нас запланирован ввод 7 больших сложных объектов. Общий размер финансирования строительно-монтажных работ составил 9 миллиардов рублей, из которых доля Республики Татарстан – это 3 миллиарда рублей. Здесь необходимо опять-таки отдать должное, сказать спасибо нашему президенту республики за то, что он выделил такую большую сумму из бюджета. Татарстан получил первую партию вакцины «Спутник Лайт». Это облегченный вариант вакцины «Спутник Ви», которая не требует введения второй дозы препарата. 13,5 тысяч доз «Спутника Лайт» уже развозятся по поликлиникам республики. В ближайшее время вакцина будет доступна в стационарных прививочных пунктах. «Лайт» в первую очередь предназначен для переболевших, и сделать его можно через 6 месяцев после выздоровления. Записаться в лист ожидания на прививку можно в поликлинике по месту жительства и по бесплатному номеру 122. Липовую аллею маркиза Паулуччи в Ключищах уничтожают ради коттеджного поселка. Какие нарушения нашла прокуратура Татарстана при продаже исторического паркового комплекса и кому грозит уголовное дело? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Одной таблетки мало. Нужно многостороннее решение вопроса. Эксперты клуба «Волга» сегодня обсудили тему ЖКХ. Как отмечают, эта сфера одна из наболевших. В этом году на различные проблемы жилищно-коммунального хозяйства только в Народный контроль Татарстана пришло более 3000 обращений. Что специалисты советуют делать, чтобы дела в ЖКХ шли лучше и вызывали меньше вопросов и беспокойства у людей, узнал Дмитрий Аринин. На бытовом уровне, в общем, все это обсуждают. На этой встрече сферу ЖКХ разобрались с научно-экспертной точки зрения. Как отмечают, сначала нужно найти решение для непосредственно коммунального хозяйства, то есть дополнительно урегулировать работу ресурсоснабжающих организаций. В части коммунальной сферы я считаю, что нам нужно на уровне государства докрутить более жестче контроль за ценообразованием, в части выполнения их программ, максимально зарегулировать исполнение строительно-монтажных работ, где есть дополнительные резервы, которые мы должны поднять и также направить на эти цели, снизить аварийность и так далее.
Также, по мнению экспертов, для жилищной сферы, то есть управления жилыми домами, нужно создать максимально конкурентную среду. Для того, чтобы улучшить качество обслуживания, клиентоориентированность, конечно же, сделать надо более открытой. Везде должна быть живая конкуренция. Те, кто хочет работать, они могут, им надо давать возможность. И здесь, конечно же, сам житель должен проголосовать своим рублем, какого дворника он хочет видеть, какую уборщицу хочет видеть и с кем из слесарей работать. При этом, как отмечают эксперты, неправильно все расходы в ЖКХ перекладывают только на плечи граждан. Большего финансирования ждут от государства. Здесь, конечно, полностью отдать на откуп жителям, это тоже не совсем, может быть, правильное решение, потому что у населения тоже таких денег сегодня нет. Здесь надо действительно продумать, если мы хотим быстро сократить ремонт, определенные финансовые средства надо направлять в это направление. Как еще говорят эксперты, вся сфера ЖКХ требует большего диалога и консенсуса. Сейчас для организации это бизнес, а люди привыкли считать эту сферу социальной услугой. И здесь возникает много противоречий и непонимания. Только диалог, только открытый, честный разговор, чтобы граждане понимали, как вообще вся эта огромная машина устроена, а с другой стороны, в общем, власти понимали, что у любого потребителя есть предел, да, до которого он согласен оплатить за эту услугу. Для лучшей коммуникации и большей прозрачности ЖКХ также предлагают создавать цифровые сервисы, в которых можно установить связь с каждым жителем дома, и каждый сможет проследить, на что и как расходуются его средства. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На избирательных участках Татарстана на выборах депутатов в Госдуму установят 180 тысяч камер видеонаблюдения. Это в 2,5 раза больше, чем 5 лет назад. Об этом сегодня рассказали в Общественной палате Татарстана. Так, за ходом выборов можно будет следить онлайн. Сейчас в республике курс обучения прошли 5000 общественных наблюдателей. Большое внимание при подготовке уделяется коммуникационным навыкам, уверенному использованию технических средств и стрессоустойчивости. В течение 3 дней наблюдатели будут вести общественный контроль на выборах депутатов Госдумы. Общественное наблюдение, оно еще качественно будет усиливаться тем, что появятся свои видеоэкраны. Это означает, что будет доступ к участковым комиссиям в любое время и на любой участок. Нынешний порядок организации видеонаблюдения на участках предусматривает фиксацию всех этапов. Под видеонаблюдением будет круглосуточно сейфы, в которые будут помещаться сейф-пакеты. Это позволит всем участникам в онлайн-режиме наблюдать за тем, что выборы проходят в соответствии с законодательством. Безусловно, мы даем и законодательное регулирование, то есть чтобы они были юридически подкованы, то есть какие нарушения возможны в рамках выборов. Они верили в чудо, и оно случилось. Теперь 4-летний Ильмир Шагвалиев из Бавлов сможет ходить в садик со своими сверстниками. Эта история не оставила равнодушными никого. Малыш родился с правым сердцем. И чтобы он смог жить, требовалась операция. Ее врачи из американского Бостона оценили в 20 миллионов рублей. В марте этого года мы показывали репортаж про Ильмира. И спасибо всем нашим телезрителям. Ваша помощь спасла жизнь малыша. Как прошла долгожданная операция, как себя чувствует Ильмир, расскажет Филюза Хамидуллина. Давай, сыночек, померим давление. О том, что сердце малыша расположено с правой стороны, мама узнала во время беременности. Уже после рождения мальчику сделали несколько операций на сердце. Из-за проблем со здоровьем Ильмир не мог ходить в садик. Каждый день для семьи был настоящим испытанием. Дома ведем дневник всех, что пьем, сколько пьем. И раз в неделю еще кровь берем из пальца сами дома. Коагу-чеком пока мерим получается свертываемость крови, потому что мы на сильных препаратах. Малышей с таким диагнозом в республике единицы. У него руки, ноги холодные, губы синеют. Ему, например, всегда одеваться надо ходить. Он потеет сильно, у него одышка бывает. В России врачи не взялись оперировать Ильмира. Ситуация была сложной. Семья нашла клинику в Америке и отправила туда документы. Бостонские кардиологи пообещали помочь 4-летнему мальчику. За 3 месяца нужно было собрать 20 миллионов рублей. И сумма казалась нереальной. Шагвалиевы за помощью обратились и к нам. В итоге всем миром деньги удалось собрать и спасти Ильмира.
13 июля Эльмиру провели сложную коррекцию врожденного порока сердца. Операция длилась больше 8 часов. Каждые 1,5 часа к нам выходила медсестра и сообщала, какое состояние у Эльмира, что делают кардиохирурги. Операцию малышу сделали на днях, провели сложную анатомическую коррекцию порока сердца. И через несколько дней после реанимации мама Эльмира через соцсети сказала спасибо врачам и татарстанцам, кто не прошел мимо их беды. Мы не ожидали, что откликнутся столько неравнодушных людей. Конечно же, мы очень надеялись и верили, что мы сможем собрать такую огромную сумму. За 3,5 месяца нам удалось собрать больше 19 миллионов рублей. Огромное спасибо, что помогли нам осуществить эту мечту, сделать нашего ребенка здоровым. Мы очень счастливы. Сейчас 4-летний Эльмир восстанавливается после операции в бостонской клинике. Рядом с ним его родители. Если все пройдет хорошо, то уже в начале августа они планируют вернуться домой в Бавлы. Филюза Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бавлы, Бостон. Телеканал ТНВ готовится к новому сезону. В большой студии сегодня начали демонтировать стены, которым уже более 60 лет. Эти рейки и балки были установлены еще до открытия Казанской студии телевидения в 1959 году. Раньше они были скрыты от глаз массивными кулисами, сейчас их сняли, поэтому студия существенно расширилась. Это даст возможность использовать новые пространства. Работы по реконструкции должны закончиться к ноябрю, и в новом сезоне зритель увидит привычные программы в новом формате. Благодаря обновленной студии появится возможность более динамично визуализировать происходящее на съемочной площадке и создавать новые интересные проекты. В новом оформлении будет использовано достаточно большое количество видеомодулей, которые будут интегрированы в саму декорацию. Студия даст возможность для более оперативной трансформации под происходящие события, даст возможность работать с разноплановыми проектами. Приз в 500 000 рублей. Сеть ювелирных салонов «Яхонт» подвела итоги акции для своих покупателей. Ее участниками стали покупатели с чеками от 8 тысяч рублей. Розыгрыш призов прошел в прямом эфире. Кто стал победителем и о новой акции от «Яхонт» расскажет Салават Мухаммадуллин. Ура! Купили сережки и получили в подарок 500 000. Это семья Зиннуровых. Дилара стала победителем акции от сети ювелирных салонов «Яхонт». В начале июня родители девушки на день рождения подарили ей украшения. Так она стала участником акции. Я маме позвонила сразу. Говорю: мам, помнишь, ты подарила нам сережки? Так вот, мама, это... Сережки были не только за 8 тысяч, ты еще нам подарила 500 000 рублей. Вот как-то так все это было. Мама такая: да неужели? Она сначала тоже не поверила. Выиграть мог любой, кто сделал покупку на сумму более 8 тысяч рублей в салонах «Яхонт» в Казани и Зеленодольске. Кроме этого, было разыграно еще 50 ценных призов. Это подарочные сертификаты и золотые украшения. Сейчас в салонах «Яхонт» новая акция. Минус 45% на все украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями. Здесь всегда широкий ассортимент ювелирных украшений. От классики до самых трендовых новинок ювелирной моды. Пока на этом все. Больше новостей на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Жара покинула наши края, и в Татарстане сохраняется умеренно теплая погода. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево днем переменная облачность, местами не исключен дождь и плюс 24-25 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге температурный фон на средних значениях плюс 23. Днем прогнозируются осадки. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше не исключен кратковременный дождь. Днем 22-23 градуса выше 0. Ветрено в Арске, Кукмаре и Балтаси. Однако тепло сохранится – плюс 22. В Болгаре, Дрожжином и Бынске переменная облачность, местами кратковременный дождь. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше без осадков не обойдется. Умеренно тепло – плюс 24.
В среду осадки не прогнозируются, станет теплее. В Казани жителей ждет небольшая облачность. Днем местами кратковременный дождь. Температура ночью около 18 тепла, а днем 23 градуса выше 0. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Магнитное поле Земли спокойное. В прошедшие выходные ночные температуры опускались до низких значений. Всему виной влияние холодных атмосферных фронтов. Но теплые воздушные массы исправили ситуацию. Кстати, 27 июля – день Стефана Чудотворца. В народе говорят, что этот день наполнен целебной силой. Надо провести его ближе к природе. На этом наш выпуск завершен. До свидания.